Слово для выступления предоставляется представителю Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Саттару Нуралиевич Уважаемый Исмаилову. суд, участники судебного заседания, по существу данного дела хотелось бы сообщить следующее. Как уже на этом заседании стало известно, ключевым моментом является вопрос о зачете периода по временному замещению Ахтунбекова в должности исполняющей обязанности, в зачете данного периода выслугу лет для назначения пенсии. Дело в том, что вопросы исчисления выслуги лет у нас регламентированы законом о прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики, в частности, статья 50, где говорится, что порядок исчисления выслуги лет определяется правительством Кыргызской Республики. На тот период такой порядок был регламентирован по положениям о порядке исчисления выслуги лет, утвержденной постановлением правительства за номером 313 от 1 июня 2000 года. Согласно пункту 2 данного порядка, выслугу лет сотрудникам таможенных органов засчитывается время службы работы в таможенных органах Кыргызской Республики, по которым предусмотрено присвоение специального звания. В свою очередь, статьей 12 Закона о прохождении службы в таможенных органах, действовавшей на период замещения должности исполняющей обязанности Ахтунбекова, специальные звания присваивались сотрудникам таможенных органов в соответствии с занимаемой должностью. Саттар Нуралиевич, я вас просил бы ваше выступление сконцентрировать на той проблеме, которую мы рассматриваем, да? Здесь ведь не стоит вопрос о том, что не оспаривается, каким образом вообще в таможенных органах высчитывается там выслуга лет. Да, это не является предметом нашего рассмотрения. Предметом нашего рассмотрения является вот эта проблема, да, это именно определение вот этой выслуги лет за период работы на временных должностях, скажем так. Почему в данном случае дело бывшего или вашего действующего сотрудника, почему так случилось, что в определенное время ему засчитывались вот этот период работы на временных должностях, стаж его работы, то есть и определялась выслуга лет, определялся размер надбавки, и потом уже в конце, скажем, когда уже нужно было к завершающей стадии, да, я так полагаю, да, что уже к пенсионному, по выслуге лет, к пенсионному периоду подходит вопрос, и в этом смысле как бы таможенные органы меняют свою позицию, или это допускает закон о порядке прохождения службы в таможенных органах. Сейчас речь идет все вокруг занятия временных должностей, периода работы. Дело в том, что вы вообще знакомы были с предметом рассмотрения в Конституционном суде? Да. Вы знали, да? Да, я знаком. Вы разобрались в этой ситуации? Да, вообще? конечно. Вы хорошо тогда начните свое выступление с того, что расскажете, да, что происходило вот с этим сотрудником и в связи с чем, на основании каких нормативных актов, скажем, принимались решения таможенными органами. Про последнее нам известно. Про последнее, когда он уже, периодически же, видимо, у вас такой порядок, с рапортом обращался, и по последнему рапорту ему было отказано со ссылкой именно на вот эту норму, которая сегодня оспаривается. Дело в том, что в рамках реализации озвученного положения у нас была создана комиссия по
исчислению стажа службы. И по таким случаям комиссия рассматривает, да, Ага. уже по тем сотрудникам, которым уже подходит срок выслуги, да. Но в данном случае, учитывая, что вот это временное замещение не было регламентировано на тот период законодательством, и в этой связи и выслугу лет не засчитали время замещения исполняющей Нет, обязанности. здесь получается, что до подхода к 50%, то есть начиная от 5%, да, этот период как раз таки засчитывали. Вот эта комиссия, которая определяла, да, определяет, что да, человек А, 5 лет отработал, ему положено 5% надбавки. Вот эта вся процедура последовательно шла до определенного периода. Почему этот вопрос-то возник? Уважаемый суд, по поводу начисления процентной надбавки за стаж в таможенных Выслугу лет. органах, Здесь речь идет о выслуге лет. а, И надбавки связаны с выслугой лет. да, вот как и, заявитель озвучил, то, что была процентная надбавка ему в размере 50% была выплачена. У меня такой информации нет, мне необходимо Я поэтому вас уточниться, да. спросил, вы готовились к сегодняшнему Да. заседанию? Вы же знали предмет обращения, правильно, да? Предмет обращения. Вы Да, должны но были изучить эти документы, хотя бы нам дать информацию, каким образом это происходило. По утверждению обращающейся стороны, получается, что вот начиная от 5%, я не знаю, там 5, 10, 15, 20, 30, 40, вот это все в комиссии утверждалось и все это проходило. Я правильно говорю, да? Обращаясь уважаемый сторона, суд. да? Мы это прикладывали же копии. Вот полученные. в том-то и речь. А потом, когда вот доходит до 50%, и к этому моменту наступает еще и время по выслуге лет, что человек заслужил уже как бы выход на пенсию Дело в том, что, с уважаемый выслугой, суд, по выслуге лет. Не по возрасту, по выслуге лет. 50% это не процентная надбавка за стаж, это 50% суммы пенсии. Видите, Суммы пенсии, которая начисляется к в должностному связи с окладу. выслугой лет, да? А, Так, да, Да, получается? да. Но так как Видите? вот этот период не был засчитан, период замещения исполняющей Ага. обязанности выслугу лет, то, соответственно, и 50% он не может получить. То есть здесь нужно разграничивать то, что 50% это не процентная надбавка за стаж, Хорошо, а тогда сумма поточнее пенсии. объясните вот по поводу 50% надбавки к пенсии, да? То есть вот соотношение, что нужно определенную выслугу лет заслужить для того, чтобы получить на пенсию 50% надбавку, да? Уважаемый суд, дело в том, что в законе о прохождении службы в таможенных органах, также и в законе о прохождении службы в правоохранительных органах есть отсылочная норма, что пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов осуществляется в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. И в данном законом предусмотрено как раз таки вот эта 50% надбавка от суммы пенсии К чему она привязана, эта к надбавка? должностному окладу. Она Нет, привязана к должностному это окладу. понятно, что от должностного оклада исчисляется размер пенсии. Я имею в виду 50% надбавку, чтобы заслужить это выслуга лет, должна быть Да, определенная. конечно. Дело в том, что сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и более, имеют право На вот эту надбавку. на надбавку, да. Понятно. Самат Схарович, есть у вас вопросы к представителю таможни? Да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы сослались на закон о прохождении службы, да? Где именно по должности предусмотрены специальные звания. Но именно таможня же засчитывала, получается, ему звание, отпуск, согласно ему вот, стажу работы. Период-то, именно вот этот период, он же засчитывается по-другому. В звании льготы там другие предусмотрены по должности. А именно почему по выслуге лет не засчитывается? Дело в том, что на тот период действовало постановление 328 от 9 июня 2020 года об утверждении перечня должностей младшего, начальствующего, среднего, старшего состава. И данным перечнем не было предусмотрено должностей, временно исполняющих обязанности. Да? И в этой связи мы
не могли засчитать выслугу лет во время замещения, да, исполняющей обязанности. Еще вопрос? Нет. Алмаз Давудович, Вопросов нет. уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь.